Надежда Дорофеева на больничном. За нее председательствует Александр Макаренко. На крайнее заседание весенней сессии пригласили руководителя региона Владимира Уйба. Вопросы в повестке более чем серьезные. Прежде всего, изменения в бюджет. Поправки вносятся в программу внутренних заимствований, где предусматривается привлечение кредитов кредитных организаций в объеме 8 миллиардов рублей. Следовательно, это за собой влечет увеличение расходов на обслуживание государственного долга. Также проектом закона предлагается предусмотреть меры поддержки граждан, которые пострадали в период весеннего паводка. Так мы увеличиваем ассигнование Министерству труда в части выплаты материальной помощи гражданам. И на 30 миллионов увеличиваем бюджетное ассигнование резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На 10 миллионов увеличиваем резервный фонд правительства Республики Коми. Бюджетный законопроект депутаты одобрили большинством, а вот по вопросу выделения Ухтажилфонду многомиллионной субсидии всерьез поспорили. Предполагается, что регоператор по обращению с ТКО в этом году и в два последующих суммарно получит из бюджета 162 миллиона рублей в качестве компенсации выпадающих доходов. Мы прекрасно понимаем, что в данную минуту помощь региональному оператору нужна. Но и сам региональный оператор должен меняться. Нужно провести работу по снижению издержек, оптимизировать расходы, связанные с деятельностью, развивать совместно с профильным министерством госпрограмму в области обращения с отходами, увеличить количество полигонов. В конце концов, установить четкие тарифы на мусор, которые не должны регулярно расти. Мусорная реформа и деятельность регоператора словно массовый раздражитель. Высказаться по вопросу выделения многомиллионной субсидии Ухтажилфонду захотели многие депутаты. Из районов и городов поступает масса обращений от граждан, и реагировать нужно срочно. Объемы намного завышены, и никто не делает перерасчет. Дифференциации подхода нет. Где повторные замеры? Никаких повторных замеров нигде не проводилось. Если отопление центральное и печное, ничего не было изменено, то есть все сохранилось. Еще раз обращаю внимание, что те нормативы, которые установлены в Республике Коми, они являются даже ниже по своему размеру, чем те, которые применялись на момент реализации реформы. По поводу проведения замеров и дополнительной дифференциации нормативов потребления коммунальных услуг. Мы к этой работе приступили, определили пилотов. Но дело в том, что коронавирусная инфекция, она внесла определенные коррективы в наши планы. Поэтому, когда ситуация стабилизируется, мы эти замеры продолжим. 80% мусорного тарифа – это затраты регоператора на транспортировку, а мусор иногда приходится возить за 200 километров из одного района республики в другой. Строить больше полигонов и мест временного хранения, продвигать идею раздельного сбора мусора – вот что действительно снизит затраты, но это уже полномочия скорее исполнительной власти. Я сам критиковал Ухтажилфонд и продолжаю это делать по многим вопросам. Там, где это вопрос компетенции регоператора, безусловно, это его задача. Но львиная доля вопросов – это компетенции правительства, исполнительной власти. Я в этом глубоко убежден. Поэтому у меня большая просьба все-таки на будущее к профильному министерству. Вот такие предложения все сложнее и сложнее будет реализовать. Это я точно гарантирую через решение Госсовета. Через вот такое просто прямое финансирование. Да, это может быть какая-то временная мера, о чем вы говорили, и вот президент обратился поддержать операторов. Но вы знаете русскую поговорку: ничего нет более постоянного, чем временное. Следующие вопросы в повестке принимались более оперативно и менее эмоционально. Депутаты рассмотрели внушительный блок социальных поправок и назначили дату следующих выборов. В единый день голосования 13 сентября жителям Коми предстоит избрать главу республики, новый состав Госсовета и депутатов муниципальных образований. Алексей Корчма, телеканал Юрган, Сыктывкар.